Я приветствую всех зрителей. Сегодня у нас в гостях доброволец, чеченец Хехоев Шахид. Здравствуйте, Иса. Здравствуйте. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и уделили нам его. Мне бы хотелось рассказать, как мы с вами познакомились, если позволите. Пожалуйста. Несколько лет назад мы с нашей командой «Крылья нации» захотели снять такой короткий фрагмент, связанный с Байсангуром Бедоевским. Мы долго искали актеров, все нам не подходили, и тут с нами связались чеченцы, я могу сказать абхазские чеченцы с Гагры. Приехали к нам группой в несколько человек, выслушали нас внимательно, сказали, что услышали о том, что мы хотим снять подобный видеоролик и хотели бы нам в этом помочь. Потому что мы, абхазы, проявили интерес к чеченской истории. Около 5-6 человек, в том числе и вы, оказались с нами на съемках, которые мы с грандиозным успехом провалили в итоге. В тот день я помню, что мы вас очень сильно замучили. Когда я, вот первое впечатление, когда я увидела вас, я даже не обратила внимания, мне показалось, среди чеченцев стоит абхаз. Скромный, спокойный мужчина в стороне отдельно. И я в тот день, как юла, бегала вместе со своими коллегами, мы там пытались что-то найти, там какие-то костюмы, еще что-то, с техникой договориться. А вы все это время скромно стояли и ждали, то есть, хотя мы опоздали, и договоренное время уже прошло. Потом в конце мне объясняют, что вот приехали с человеком, который мог бы сыграть Байсангура. Я говорю, кто, где? Ну вот чеченец. Я говорю, где? А оказалось, что это вы. Я говорю, ну он же абхаз. И все дружно засмеялись. В общем, когда были съемки, была ужасная жара. И на жаре, на солнце, значит, в костюмах, с гримом стояли вы и ваши друзья. И молчаливо, терпеливо, не сказав ни слова, это было с самого утра до поздней ночи. А потом там чуть арба не перевернулась с лошадью. В общем, снимали мы мощно, как говорится. И потом, когда у нас не получились съемки, нам просто не нравилось, то есть там есть удачные кадры, но в целом, конечно, это не очень смотрится. Мы, в принципе, предполагали, что они могут не получиться, там были кое-какие очень важные моменты, но мы решили все-таки попробовать. И когда это не вышло, мы не знали, как вам об этом сказать, очень сильно нервничали, ребята между собой спорили, кто должен это сказать. Прошло какое-то время, я звоню Вахиду и таким неуверенным голосом, просто сгорает стыда, говорю, что, скорее всего, мы не сможем это в передачу о чеченцах даже включить, если только фрагментально. И какое же было наше удивление, когда он сказал, ничего страшного, главное это намерение. Потом проходит еще какое-то время, и я еще раз как-то это вспоминаю и извиняюсь перед ним. Он говорит, если вы еще раз решите это делать, мы приедем еще раз, встанем рядом с вами. Всегда готов. И Саид тоже рассказывал, что он всегда с вами созванивался, вы тепло на это отвечали. Я просто хочу к чему это сказать. Если бы нас поругали и сказали, что да, вот мы из-за вас столько намучились, потратили времени, но за то, что вы нас поддержали, это толкнуло нашу команду на такой поступок, что мы хотели как-то искупить свою маленькую вину, и мы стали говорить о других народах. Во-первых, там одни из первых тоже были чеченцы, это блоки, дагестанцы, потом чеченцы. Мы начали делать, и это вдруг создало такую волну, как так все сложилось, что теперь мы говорим не только об абхазах, но и о других народах. То есть как одно маленькое доброе слово может, вот это маленькое семя, если его посеять добра, оно может вырасти в какое-то деревце. Вот. А абхазы, от абхазов нам досталось, от историков. Они сказали, либо нормально снимайте чеченцев, либо никак. Мы поняли, говорим, хорошо, больше это не повторится. Вот. И поэтому я хочу вас поблагодарить еще раз за такое понимание. А теперь мне хотелось бы перейти к сути нашего диалога. Вы доброволец. Я благодарю вас. И от имени абхазов и всех добровольцев, в том числе вас и чеченцев, которые, будучи молодыми,
рискнули своей жизнью и пришли, благодаря которым наш этнос сегодня абхазский спасен. Спасибо большое, потому что многие абхазы рассказывали, что они там приводили разные примеры, с восторгом рассказывая о братских народах, и они рассказывали, что самое важное в этом это был дух, который поднимался, когда они понимали, что они не одни. Расскажите, сколько вам было лет, когда вы узнали, что началась война в Абхазии, и почему вы пришли, почему вы решили прийти? Ну, понимаешь, тогда мне было 32 года. Я приехал из Казахстана как раз домой. И тут как все началось, мы же позже узнали. И зов, мол, в Абхазии так, война, Грузия, Верлун напала. Но это все как-то по-политически, это сейчас даже не понимаю, тогда не понимали. И что народ на грани уже истребления, или чего, помощь. А у чеченцев первым долгом всегда, куда бы ни идти, из чеченцев всегда на помощь рвутся. Не остаются, кто бы ни был, им разницы нет. Главное, вперед. И думал, как посоветуешь, даже ничего, я сразу же, все молодежь начали собираться в Грозном. Я тоже из села выхожу, зашел домой, потихоньку собирался, отец, матери, меня тогда не было. И он на дороге стоит, и куда? Я говорю, ну, отец, я туда. Он меня спокойно проводил. Иди. Ну, это его слова были. А раньше я даже и слышал от дяди, он здесь в горах, они во время войны, Отечественной, вместе с абхазами, мотострелков, горных стрелков были, воевал он. Про абхазов много слышал. Ну, и то, что вот это, то, что народ бессилен, и так крупно, ну, и потянул скорее на помощь. Ну, чтобы чем быстрее там и все собирались, и когда в Грозный приехали, первое то, что попали, те одни через перевал, и на нас 18 человек. И сейчас ныне, который нас провожал, здесь же и абхазец, он сейчас и поэт, он здесь в парламенте. Нас на самолет и полное вооружение в Хабезе скинули, в Черкесии. Чем быстрее сюда, потому что как раз уже на грани было, если опоздали. Вот а как обычно говорят, я, нет, это мы, все одинаковые. Все кавказцы? Да, все обычно делятся, я. Ни в коем случае нельзя делиться. Это просто раздор бывает. В каждом народе есть свое достоинство, свое уважение, своя смелость, все. А просто преувеличивать к себе это не нужно. У всех по-разному. Вы сказали, вы вернулись из Казахстана. Я там родился и вырос. Во время депортации ваших родителей? Да, в Казахстане. Большинство мои ровесники, все и сейчас там, все дети, как дети Казахстана мы. Там родился, вырос, домой приехал и сюда срочно. А так про абхазцев слыхали, все знали, но видеться вот это не было. И мы, ну как дальше рассказываю, и через горы, что первым. И сразу спускаясь, мы пошли на передовые. Не останавливаясь, не отдыхая. А, к сожалению, после этого все, то я сделал, то сделал. Народ знает прекрасно, и молодежь должна знать, кто что сделал. А почему так бывает? Человек один, который, например, мужественно воевал, он обычно скромный. И об этом, ну, кроме если как в интервью его спросят, он обычно не рассказывает. А другой человек, который, допустим, там даже подобное ничего не делал, он все время начинает кичиться или даже упрекать кого-то. Зачем? Своих, как говорите, он действительно человек, который воевал, все знает, прошедший, он мало говорит об этом. А вот тот, кто не был, он прислужит, ну как-то информацию того берет и на себя приписывает. И сколько я вот приезжаю здесь, я уже 5 лет, я только в 2015 приехал. Больше не приезжал сюда. Все ветераны, которые прошедшие, все дома. Сколько ветеран абхазцы. Тут многие были. Были, не были, вот они. Вот просто жалко их. Такие же, как и мы, рядом. Но сколько мы в Нижних Ишерах, как первые прошли сюда, через Гумус, прогоняли их. Пацаны
Пацаны, мы их убирали, 15-летние, что-нибудь да приносили нам. Тоже мужество. А что они вам приносили? Да что они только не приносили. Кто что-нибудь притащит, то патрон притащит. Абхазские помидор. мальчишки? А как вы попали сюда? Здесь же граница была закрыта. Не, мы через горы. Через горы прошли. 2 дня по ним было идти или 3, что-то такое? 2 дня мы шли. 2. Вы не Охотники останавливались? не останавливались. Один раз там на возвышенность, когда вверх поднялись, там чуть-чуть остановились. Охотники, ну, тогда проводники были. 2-3 человека их было. Они через горы встретили нас, и мы через горы прошли. А остальные уже, я в Хамзатов батальоне был, остальные через перевал. С той стороны. И получилось, чтобы разбить эту сторону перевал и ту. Разделились. А там много национальностей разных было? Было, конечно. Тогда собиралась уже вся конференция, вот очень Конфедерация. конференция в Чечне была. Да. Только в Чечне. В Чечне все эти сборы, все собирались и оттуда шли. И кабардинцы, и все туда и оттуда уже. По дороге встречались и так. Не было других. Все основное, все было с Грозного. А вот когда вас родители, отец отправлял, он же понимал, что вы не вернетесь, но все равно сказал, иди. А почему он так сказал? Да он меня выгнал, если бы я не пошел. Ну, такое у нас как-то, отцы наши предки, они же вообще как-то за слабого всегда должен. Вот, например, я сколько помню, дядька мой военный, прадеды, там старики наши рассказывали, сидит, ну-ка, и спрашивает у горцы, ну, мы обычно, все же мы горцы, Да. Кавказ, это все горцы. Если с равнины, это мы его пришли, а все раньше, все народ жили в горах. Угу. И как бы каждый свое, там, кто лев, кто там вот это. А именно чеченец – волк. Да. У нас и сейчас, по сегодняшний день, вот борз. Борз, так говорят, а это борз, это волк. Да. И вот этот внук спросил у деда, это с давних времен прадеды, почему нас называют борз чеченца? Есть и чечены, есть и чеченец. Почему? Это уже там выше. Нохчала, кто обладает, Нохчала, и не вот обладает. это и есть и чеченец. Да. Угу. А чечен это вообще другое понятие, просто сказано и все. И он внук спросил у деда своего, почему так? И он внуку сказал, знаешь, лев, разница какая между львом и волком. Лев всегда ищет слабого, когда выйдет на охоту. А волк всегда ищет сильного, когда выходит. Против него идет. И если он гибнет, погибает, он никогда не отворачивается спиной. Лев, когда погибает, он отворачивается с хвостом. Ну, как-то, к сопернику. Смотря в глаза. Можно что-то скажем? Когда я сказала, вот этот скромный человек, я уже не помню, к чему это сказала, но вот про вас тогда, когда мы познакомились, кому-то из абхазов, они повернулись и сказали, этот скромный человек, знаешь, как мужественно воевал? Ты даже представить не можешь. А себе никто не говорит. Зато знают все, кто со мной были, кто со мной прошел, абхазы знают прекрасно. А говорить вот это как-то. Ну вот хотелось бы, чтобы молодежь знала, не разделялась, ездила в Чечню, в Кабарду, чтобы вместе были. А сейчас, к сожалению, раздоры. Я нету. Общество есть, мы есть. Если все мы вместе друг другу будем, тогда сохранятся и культура, и традиции. Все то, что наши предки делали вот это. Вот еще одна история. Почему на этом Кавказе между абхазцем и чеченцем родственные узы? Одни знают, история все знает, но это замалчивается. Раньше наши предки, вот, чтобы на Кавказе вражды прекратить, раньше горцы всегда то у этого стачит, за скот меняет, враждовали. Потом начали
стесняться в мировую. И сделали 100 грудных детей. Абхазия должна знать. 100 грудных детей отдали абхазцам, а абхазцы 100 грудных детей отдали чеченцам. Вражда прекратилась, все, и кровь одна. Единственное, даже и доказывают биологически, что только кровь схожая у абхазцев и чеченцев. Об этом, к сожалению, мало знают. И традиции. С тех, то, что вот это, что у нас обычаи, и что обычаи у абхазцев, одинаково. Мгм. В горных, вот. К сожалению, здесь как-то на равнинах при Союзе вот так как-то язычество вот это отделилось. Каракта. А остальное все одинаково. Что свадьбы, что невесты, что похороны, такие же, как раньше. Ну вот, были тут слухи, грузинов мы предали. Мы никогда чеченцев не предавал никого. А вот чеченцев предавали. Всегда и постоянно. Что они истории не знают свою историю? Кто Тамара была? Кто там был? Кто им помогал? Там чеченцы были. Вся и охрана, все воины из Чечни ходили. Забыли. Ну, это политическое, вот это. А народ, что и абхазский, что грузинский, что чеченский, не надо. Народ тут ни при чем. Вот то, что вот сейчас из-за этой войны, вот то, что не решает в Грузии, ну, семьи, дети, при чем они? Они ни в чем не виноваты. Родство. За абхазкой была грузинка, за грузином была абхазка, а дети, двоюродные дети, ну, родственные узы им не дают встречаться. Это выше делать. А самим надо хоть додуматься, чтобы были, как-никак же, родственные узы. И у нас везде. А разделяться не надо. Кавказ должен быть единый. А как это сделать, если сегодня люди, даже родственные, близкие народы, очень остро реагируют на какие-то высказывания, могут оскорбить в интернете, там еще что-то. Как И сегодня? это он вообще не понимает ни в чем. Просто по слухам у того дослужится, это слушает и себя ставит. Вот этого не должны допускать. Молодежь должна вообще историю знать свою, и те, и эти. И эта история, спокойно, она все равно сходится. К сожалению, сверху она все, вот, например, через каждые 5 лет меняется. Жизненно. Также сверху она потихоньку раздор. Молодежь не объясняет ничего. Сейчас система уже другая. Не понимает, и кто как может забрасывает. И стравляет. Надо себя контролировать. Да, себя контролировать, ставить на место. Ты знаешь свою историю. Если бы он знал свою историю, он этого бы не говорил. А они думают, что знают, и начинают горделиво себя вести. Нельзя. У гордость в каждом народе есть. Своя гордость. В каждом человеке своя гордость. И это надо к уважению этому. А не себя ставить. Мы. Я. Такого не должно быть. А вернемся тогда вот к войне. Вы вот понимали разницу сил? То есть, что вероятность того, что вы, может, не вернетесь, слишком высока? Да, было это. А что вы себе сказали в ту секунду, тогда много лет назад? Назад дороги нет. Или Всевышний. Или останусь живых, но все равно поможем народу. А когда вы победили, то есть в какой момент вы поняли, что война будет выиграна? Мы на победу и шли. С тех пор даже уже знали, что... Ну, чувствовали, знали вперед, что выйдем. Поможем, не проиграет народ Абхазии. Да, была очень большая техника, все у них было. Но зато был и дух сильнее их техники. Дух играет ключевую роль? Очень. Очень. Потому что он уже видит сзади, что он туда смотрит. А вперед это ему... А если бы, допустим, вы пошли бы за абхазов, а они бы не так с духом воевали, а были бы противоположные, ну, по состоянию души, у них не было бы, например, духа, не дай бог, ну вот, вы бы тогда как бы себя ощущали, даже те же добровольцы? Ничего, то, что решили бы, вот то, что пришли ребята, вот это, от своего бы мы не отступили. Пошли бы дальше. Хоть они бы
Кто остались, не пошли бы следом, но мы пошли бы дальше. У чеченцев вообще очень тяжелая судьба. Вообще у многих кавказцев, у народов Кавказа, но у чеченцев она очень, тоже очень трагичная. Вот даже вы сказали, я родился в Казахстане. По сути, это же страшная вещь, вынужденно родиться в другом месте. Ну это да. Хотя я знаю, что казахи очень сильно уважают вас, чеченцев, они все время это говорят. Очень они приняли все дедов, стариков наших, еле выжили. Тогда же и осталось, что единственное у чеченцев, во всех войнах, спокойно веков войны до войны, что у абхазов, у чеченцев всегда, инстинкт выживания есть. Разве он не у всех есть? А? А он не у всех есть? Или Не что у всех, а у истории все вот это. Инстинкт выживания. Выжили из Казахстана. Это вот, у нас войны были, 2 войны. Если бы там тогда Кадыров не остановил бы войну, его кого только ему не знаю, то предателем, то был это, перешел на ту сторону. Это вся политика, это чушь. Народ сохранил. Точно пропал бы чеченский народ. Опять пришлось бы разъехаться. И как раньше, так потихоньку возрождаться. Было бы полностью нужно. Он спас народ, а вот его сын достроил. Вот он пацаном был, вот это. А тут, к сожалению, этого нет. Тут власть, какая может быть власть, закон в Абхазии, когда без народа? Без народа власти и закона нет. Сперва народ накорми, а потом ешь, что хочешь. Ну, у нас что, зато все, стройка, все сделал Рамзан, все сделал, все восстановил. Ну, пускай там он миллиардами и все, зато народ. Все построен, все заново, с нуля. А тут наоборот. Тут народ топят. Вот это как-то система, это то, что команды, каждый год президенты меняются. И, к сожалению, обещалки здесь очень много. Тебе говорят одно, а сразу как ты выйдешь, делай другое. У них команда. Ну, вот воры в законе здесь. Ладно, я понимаю. Вор в законе, он поймет. Он тоже человек. Он поймет, ему скажешь, как у вас говорят, ложись на дно, а мы здесь, мы. Или пойдешь ко дну. Он остановится, он им тоже иногда поймет. А вот вор по закону, которые вверху сидят, я не пускаю, хотя меня сейчас видят, я им прямо в глаза и говорю. Вот воры по закону, вот это самое. С них надо. Оттуда все дают, народные все растаскивают, а потом год прошел, ты уходи, а теперь я. Старейшины должны. Здесь тоже есть. Но единственное, что радует, это то, что когда вот абхазы начинают сердиться, реально видят, что обманывает человек, они его как-то у них получается сместить. Да, вот это и есть. Вот это и есть. Ну, да, да, жестко. Как у нас ее машине. Там пару, вы уж извините, что одного-двоих пристрелить, третий будет знать. Обещают за тягу, вот этот уходит, то уходит. Народу обещают, ой-ой-ой. Проходит 3-4 месяца, ничего. А народ так. Вот мы защитили. Знаете, как нам больно, чеченцев? Защитили все и здесь вот так. Защитить это одно. Защитили все. Вот отстоять его надо. Я сюда за этими наградами вообще мыслях не было. Через 25 лет, когда я приехал, дали. Архив все подняли, все Да? как узнали. Через и все. 25 лет? Да. А вы почему столько лет сюда не приезжали? Ну, дома 2 войны, а потом не то Война было. чеченская от абхазской отличалась? Ну, это чеченская война, это очень жестокая война была. Да, говорят, в 2000 году самый разрушенный город на земле. Очень жестокая. Там вообще даже и говорить неохота. Когда начнешь про это говорить, слезы аж. С нас чего только не делали, чеченцев. Мы были бандиты и террористы. Вот перед вами сидит бандит и террорист. Какой я бандит и террористом был?
вот как раз вот молодежь запускает эти утки. Которые конфликты. Да, вот это и делали с нас. А, А сейчас Россия все приезжает, отдыхает, сейчас узнают. Когда где мы постоянно в День Победы приезжают. Даже в Пицуне, когда мы отдыхали, они аж удивлялись. А нам про вас рассказывали вы. Какие? Оказывается, вон вы какие. Видите, народ тоже. А что русский, я чечен, то-то. Это делить не надо. Все мы под одним ходим. Люди одни. Вот понимания разные. С уважением надо. Как не допускать войны? Это только, к сожалению, это верхушка, они рулят. Это все оттуда идет. Но народ не пошло. Если бы народ друг друга понимать будет, никогда. Но будут же, видят ему, что он нагревает вот это у себя, чтобы сделали. Те, чтобы у себя сделали, чтобы не было, тормозить эту верхушку. Они что же и сверху. И эти, чтобы объединились. Тогда и этот не будет туда, и этот не будет. Хотя им пофиг, что дети, женщины гибнут, вот это им без разницы. Да. И вот тогда и начинается. У вас так много наград. Да все отсюда это. А какие? Вот эта большая какая? Первая. Это орден Леона. Вот вы приехали, вам сразу всегда или по... Поочередно. Это за Гагры, это за Сухому, за боевое содружество. Это казаки дали за боевое содружество, за боевые действия, за освобождение Кадора, которые здесь все дали. А мы за ними не приезжали, вот через 25 лет приехал так. Когда Владиславу памятник открывали в Гаграх, вот тогда я приехал. Мы приехали. И там Шамиль, Радзаба, они все узнали, и вот так и пошло. Вы можете вспомнить какой-нибудь самый такой эпизод во время, когда вы были в Абхазии, во время войны, какой бы вас впечатлил очень сильно, какой-то мужественный, то, что вы наблюдали со стороны? Я и сейчас даже. Или пример Вот дружбы? столько времени прошло над этими двумя. Ну, тогда они пацаны были, 17-18 лет. В Нижних Ишира они как-то закинули, а мы там и стояли. И там брод был, техника грузинская переходила, артиллерия все била и уходила. Надо было этот брод заминировать. Ну, и как обычно, на вылазках везде я бывал. Ну, и собирался этот брод, дорогу заминировать. Ну, и ребята наши, тут откуда не возьмись, два пацана. Возьми нас с собой, мы хотим с тобой. Ну, пацаны, жалко, мне-то тогда хватит 32, но все равно Абхазу, но как-то в сторону, пускай молодой, в сторону, а сам вперед. Yes. Вот он нынешний сейчас герой Абхазии, Шамиль Адзба. И пили Артур в Кварчеле. Нет, поэтому, ладно, забрал их с собой. А потом я узнал, кто Шамиль. Я говорю, Шамиль, пацан. Я говорю, ну, Владислав, твой родственник, что бы ты туда? Они, оказывается, раньше в Батуми жили. В штабе Гудагути, там, рядом с Владиславом, как-никак. Говорю, что ты нет? Он говорит, нет. Обе даже не пойду, почему я народ защищать. Ведь до того, хотя мог. За спиной там. Пацаны, ну как, у них духа нет? Есть. А вас это воодушевляло внутри себя? Ну, я уже за них я отвечаю, за их жизнь, все. Ну, просто, вот тема, если рядом, и мне смелее как-то. Ну, смелость это не страница, ну, как-то, как вам сказать, поддержка и все. Пошли со мной. Я им говорю, там опасно, через речку там пулеметные гнезда были. А там расстояние даже 100 метров нет. Это очень большой риск был. Все равно пошли и попали под пулеметный огонь, когда лежат там это. Я с правой стороны, слева он. Ну, попробуй подымись или выстрелы. Все. Это уже явная смерть. Ну, я не вытерпел, мы под этим пулеметом подполз к Шамиле. Я говорю, давай. Быстрее вытаскивать их. А там хоть вверх пригнись, все, это уже полностью было. Я их видел. Я уже себя, то, что вот,
огонь на нас идет. Я это не видел. Я видел вот этих двух. И вытащил. Ну, это были случаи, другие были. Это и воспитание свое у них есть. Были пацаны, были. А сейчас, к сожалению, об этом от своих же и не говорят. Сейчас большинство, которые приписные, они от того, что которые проходили, были пацанов, их как-то внизу. А на самом деле должны были они выше быть, а не те, не мы, они. Они сдерживаются, ничего не говорят, этим пользуются другие. Да. Как воспитать настоящего мужчину, мужское в мальчике? Чтобы глазами понял, что делать, а не словами. Глаза больше объясняют человека. Посмотри, я лично в глаза боялся отцу. Посмотри, когда я в глаза, он на меня смотрел, никогда не ругал, ничего. Как дядя тоже так же, ветеран отечественный. Я уже знал, что я сделал не то. Целый день дома гуляешь, ходишь, и вечером домой приходишь, он глазами. И ничего, ни слова не говорит. И уже свои ошибки ищешь, когда что я там сделал, то я там сделал. Уже, когда не страх несешь о себе уже. Я что-то где-то не то сделал. И не допускал. Потом вспомню, все, вроде все нормально. Но почему он так на меня смотрел злобно и такое? Оказывается, он не делает. Все хорошо, не делает. Предупреждал, что нельзя делать. Глазами он говорил. Почему на Кавказе так развито чувство взаимоуважения между старшими и младшими? Это все от предков, от родителей. Должны уважать. Больше всего сестер, матерей. Это в первую очередь. Почему? Где бы ты ни был, вот у нас молодежь, вот, например, никогда не пройдут, если осталось на дороге или что, подъедут, доставят, за нее ответят. Хоть она никто, но она чеченка. Хотя не чеченка, другой нации. Она находится на территории Чечни, даже ребята за территорией в России, где бы ни были, с уважением. Это образ женщины народа? То есть это такое... Уважение иметь надо. И все это уважение, оно и у девчат создается, и у молодежи. А его так ходить, как, ну вот сейчас молодежь, все с уважением, все так ходят, аж самому приятно. И перед ними мне самому неудобно. Да, бывает случай так. А тут есть, мало очень уважения, то, что я езжу, бывает, очень с уважением. Но есть и пальцы, которые гнут. Надо с этим верхушкам, там, маской культурные, традиции, вот это, объяснять, чтобы до некоторых доходит, до некоторых нет. Просто объяснять там, не ругать. Не то, вот, например, за наркотики здесь берут, сажают сразу. Молодые же. Что он оттуда хорошим человеком выйдет, если его посадят? Остальное отдай родителям. Отец есть, брат есть, род есть, здесь же в Абхазии все есть. Отдай, придержите. Тормозните его сами. Не сажайте, не надо. Делать так, чтобы второй раз попалось, тогда уже по-другому. Вы так говорите все время за наркотики, вам больно? Конечно, конечно больно. Я же вижу здесь. Просто молодежь гибнет. Затянуть спорт. Вот какой приказ министр по спорту, там сколько я знаю. Все прекрасные условия. Спорт развить. Ну, а в Чечне только один спорт. Вся молодежь, все эти дети 4-5 лет аж бегают в спортзал. Ну, вот я как понимаю, вы считаете, наркотики это самое страшное, да? Что Самое страшное. Надо отсюда убрать. Почему самое страшное, на ваш взгляд, именно наркотики? Это Она губит. любой характер. Любой характер губит. Он уже сидит. Мать отца не произносит. Что здесь ему? Это такого раньше в абхазских и вообще в горских народах Кавказа такого не было. Допустим, не было такого. А сейчас, к сожалению, из-за этих наркотиков брат брата убивает. И все это подкидывается. А им ничего. Вот канал, откуда идет, вот их долбануть, чтобы не заходили. А им на их выгоду. Им деньги, да деньги сейчас, к сожалению, одни деньги. Разве в деньгах? Это бумага. Надо нам смотреть на молодежь. Если вот так потянет год 3-4, то вообще молодежь не будет. Сколько на авариях гибнут. Каждый день аварии. Больше, чем на войне, на авариях погибли здесь. И кто в этом виноват, как вы думаете? Власть.
МВД, там с верхушки. На это они глаза закрыли, не смотрят. Они смотрят туда, в кошельки. Вот это, к сожалению. Ну, ничего, все исправится. Есть очень грамотная молодежь есть. И то, что прошедшие. Внимание обратить, прислушаться к ним надо. А вот вам больше всего что хотелось бы, чтобы в Абхазии наладилось? Вот наркомания ушла, спортом стали заниматься, Да, что бы еще хотелось? полностью убрать наркоманию отсюда. Вот тогда и все будет идти. Полностью истребить. А вот то, что пьют, ну у нас-то не пьют, все тоже запрещено. Есть там уходят, нет такого, чтобы не пили, вот как бы у нас не пьют. Пьют, есть тоже пьют. Это все. Здесь спокон веков. Это выпивка, вот это все, гостеприимство. Это не значит, чтобы они убрали. Нет, нет. Там в гостях все по работе, вот пусть в МВД будет, пусть правитель все, брат, сват начинает. А на работе, на службе, везде брат, свата нету. Брат, сват дома должны быть. И это видит молодежь. Дома, в семье там, брат, сват. А на этом, это нарушил, брат, сват, ему можно. Тот тому нельзя. Одинаково. Что джип забрать, сжечь к чертовой бабушке, как у нас делал Рамзан. Что вот это? Одинаково. Я не знаю, что он сын министра, он будет летать как хочет, а этот ему можно, а этому нельзя. Высаживать к чертовой матери, жечь или продать народу, раздать его. Самого на метлу. То есть, ну, жесткая рука должна быть. Ну, нужно, действительно, жестко нужно. А тут, к сожалению, между собой сидят жестко, обсуждают, спорят, а на самом деле народ-то так и... От этого страдает народ. Так какого черта ему здесь ему за народ все? Народу петлю закинули, не вешают и не отпускают. Уберите петлю с народа. Накормите, вот тогда и пойдет все. Ни одного вокзала не сделано. После того, когда я приехал, я аж удивился. Ничего. Абсолютно ничего не сделано. Денег нет. А деньги есть, когда туда за границей пристраиваются, там все строят. Вот сейчас все сроки идут. Откуда они? Себе. А народ? Жестко. Поднять народ. А потом уже пойдет. А без народа? И пусть знает, ну что, я защитил, чеченцы защитили, те тоже были. Это что, наши? Не, это ваше. А мы только рядом. Всегда в любое время поможем, все. Хозяин один. Это Абхазия. И абхазец должен рулить. И вот это, чтобы друг друга поддерживали, понимали, ну и там, у тебя вот так, у нас вот так. Ни в коем случае этого не должно быть. Там друг друга выше ставить. Выше никого нет, выше никого нет. Все мы под ним. Я никто. Один я кто? Я никто. Без вас я никто. Это вы с меня делаете. И героя делаете, и человека делаете. Спасибо. Молодежи Это это Нохчала вас сейчас говорит. А мы то, что мы сделаем, а с нас делаете вы. Это молодежь, все. Наши отцы вот тоже так же. На их примерах мы. Вот так вот. И они тоже на своих. Я, например, каждый ему, чеченец даже своего отца, свою мать хвалит. Первым долго это. Не себя. Или другого, а не себя. Друга там, он его хвалит, а не себя. Да, вот в Апсуре так надо. Хвалить другого, а не себя хвалить. Себя в конце поставить надо. Самый последний. Будь последним, но хвали другого. Вот он и обидел тебя или что, никогда. Держи в себе это. Не высказывай. Он сам пройдет время, сам пойдет. Наоборот, его хвали. Хоть он плохой, но хвали его, пускай. Будьте скромны, все с уважением друг к другу, вот это, больше этого ничего нет.
А остальное уже идет. Вы о чем-нибудь жалеете в своей жизни? Я? Ну, так вот, чтобы... Да нет, я ни в чем я не жалею. Что я здесь был, там, дома. Нет, ни в чем. Это жизнь. А бывало такое, что вы говорили себе, я был прав? Ну вот тогда я сам как поступил, я Ну, правильно это поступил. хотелось бы, как бы, вот как я сейчас думаю, вот было бы так, было бы вот это сделано, вот было бы иначе. Больше о другом думаешь. О себе я вообще нет. А у вас было такое, что вы думали, он мог бы мне тоже сделать хорошо, или они? Я же им сделал, или мы же Вот сделали? это самая страшная зависть. Ни в коем случае не должен человек допускать. Ну, пускай, вот, мы вахид, он там другое, пускай, он, что у него есть, все. Ни в коем случае зависть не надо. Это Что у меня зависть? нет. Делай так, что у него есть, значит, у тебя есть. У меня нету, значит, у него тоже нет. А я имею в виду еще, допустим, я ему столько хорошего или им сделала, они мне не смогли сделать столько хорошего. Не надо об этом думать, не надо. Ты делаешь от души человека хорошего, вот это делай. А если, мол, потом будешь упрекать, я ему хорошее сделал, а он меня ничего не сделал, так лучше вообще ничего не делай. Нельзя брать эту душу. Себе, свою душу не порти, не пачкай. Оставайся тем, каким был. Это пачкает душу. Конечно. Это уже берешь зависть. Ему сделал, а он мне не сделал. Откуда он знает? Откуда я знаю завтра, что будет? Послезавтра что будет? Вечером. Он же сделает больше, может сделать, когда я не ожидаю. Или сделать кому-то другому это добро вот так по кругу. Оно же будет. крутится. Вам было когда-то страшно? Нет человека, который не боится. Как вы преодолевали? Он уходит страх. Когда уже нацелено. Нет ни одного человека, чтобы не боялся. Который пусть мне скажут, мол, обычно идут, я не боюсь, я не боялся, я не боюсь. Еще покажите мне того человека, который не боится, не боялся. В любом месте в этом мире покажи, чтобы не боялся. В человеке всегда страх есть, но его преодолевает. Когда уже вот все нацелено, идешь, уже все идет, вот все, страх появляется, вот сейчас он попадет. А потом у него воображение идет, все, он это уже забывает про страх. Он тоже идет, нацелен на этот. Пропадает страх. А вначале страх у любого человека есть. А больше всего надо бояться одного, Всевышнего. Вот самый большой страх. А так больше страха нет. Но это без страха человек не может. За свои поступки. Надо отвечать? Ответишь. Хотя так не отвечаешь, где-то как обычно посадила, мол, отвечаешь. Не отвечаешь, там ответишь. Не допускать этого. И не допускать рядом стоящему. Просто объяснять, что кричать на него или чего объяснить. Нельзя так. Как ты себя поведешь, вот, например, как я себя поведу, он же со стороны молодежи видит. Да он же рукой махнет. Да, ну. Хороший подходит, он идет, ловит. И старается так же идти. Все со старших это. И молодежи вот это надо замечать. Но ни в коем случае, хоть он плохой, или там он пусть пьет, пусть там курит, отталкивать его не надо. Его наоборот надо ближе к себе. Он отойдет от этого. К сожалению, здесь как его, курит, там это, он тот пьет и все, отталкивает. Он же такой же, как и ты. Его подтяни, объясни, все рядом, туда-сюда, сделай так круг, 2-3 дня, чтобы он про это отошел. Он чуть-чуть отойдет. К сожалению, отталкивает молодежь. Вот это самый большой страх. А сейчас нам думать нам не надо, нам о молодежи. Основное здесь. Как человеком прожить и человеком умереть достойным, чтобы не стыдно перед Всевышним было потом предстать? Верить в себя, что можешь сделать добро. Вот это, верить в себя, можешь сделать добро. Близкому или тому, этому. Вот в это.
а не зло там что-нибудь нагадить или что-то сделать там, или он меня обидел, я его отомщу. Вот это мне ни в коем случае это в голову не может. Просто сделать добро. И это добро, оно все равно вернется. Зло злу возвращается, а добро к добру. Они никогда не совместимы. Добро всегда преодолевает это зло. Как, к сожалению, вот как. Есть и правда, а есть и ложь. Какая разница между ними? Что они рядом? Вот подумайте. Между самый большой какой страх? Ложь или правда? Но многие правды боятся, но правда сильнее. Вот этого боятся правды. Вот она боязнь, вот он страх. Когда человек сам себя начинает обманывать. Да, И других потом. правду в глаза. Никакого страха у тебя нет. А ложь, она... Я сейчас отсюда вызвал, не до дверей, я могу 3-4 раза наврать. Это что? Это уже ты сама себя, молодежь сама себя или сам себя, вот так. Не допускай этой ложи. Сказал, вот, например, сделай. Старайся сделать это. Бывают и моменты, что не получается сделать. Но ты все равно добьешься, сделай. Рассказал. Сможешь или не сможешь, сперва перед тем, чем сказать, надо подумать. Я вот, у меня лично, вот это сделаю, помогу, сделаю. Шло и получалось так, что иногда вовремя, когда сказал, не могу сделать. Это время. Но зато ты знаешь, что ты это сделаешь. И тут тебя поймет, что ты делаешь. Это доверие к тебе, молодежь друг другу. И никогда ведет старший, что ему стоит там уступить, и не проскакивать. Идет женщина, что мне стоит, хоть я старше, ее пропустить. Это уважение. Она у нас спокон веков, с предков была, и она так и должно оставаться. К сожалению, вот сейчас не так уж, но это вы должны опять его собирать. Сверху оно вот разрушилось, вот до низ дошло, вот теперь вы, молодежь, должны его собрать, опять же кувшин. Молодежь вперед, молодежь. Например, вы, молодежь, когда вперед грамотно все делать, мне знаете, как легче? Если хотите, пожелание какое-нибудь всем кавказцам. Всем кавказцам объединиться, да все. Все мы одинаковые. Кавказ – это единственное место, которое раньше было одна, и он и остается одной, объединяться все. А пожелание абхазскому народу – просто терпение пока. Все образуется, все будет нормально. Придет, кто-нибудь сядет. Только в этом надо помощь опять. А сами на себя, человек, если везде со стороны помощь нужна, тогда поднимается. Она будет. И в любое время мы, чеченцы, рядом. Нам преграды нет. Баркал Иса, за то, что вы с нами. Спасибо за ваши мудрые советы. Я еще раз вас благодарю, что вы приехали, нашли время. Спасибо большое вам.
Тоже большое спасибо. Вам тоже большое. Всем, кто здесь собрался. Ты плохо кормишь нас. Да. Сейчас посмотрим, на что ты смотришь. Там говорит. Да, это свой парень. Авол, главный герой. Оса! Значит, вот что она делает, думаю. Все, не. Раз. Это смотри, знаешь, какая дача должна быть такая?